На автозаправках Коми вновь подорожало топливо. Самый большой рост отмечен на движении Коми. Топливо подскочило в цене практически на 5-10 рублей, в зависимости от марки бензина. На других заправочных станциях, таких как «Лукойл» и компания 2000, рост менее заметен. Ситуация с ценами в целом по стране беспокоит водителей. Ценники на заправках меняются с начала лета. В некоторых регионах даже возникал дефицит. О проблемах с поставками сообщали в южных регионах России и даже в Сибири. Правда, там сослались на загруженность железных дорог в летний сезон. В Коми топливная ситуация под контролем УФАС. По данным ведомства, по северо-западу в регионе одни из самых низких цен на заправках, и увеличение не превысило уровень инфляции. С чем связано сезонное подорожание и какие меры принимает правительство страны, об этом Татьяна Супряткина. Новая неделя и новые ценники на заправочной станции. И так с начала летнего сезона. Вот и на днях водители снова были удивлены. Заправить машину стало еще дороже. Как давно заметили? То как подняла, сразу заметил. Получается, как-то вот на ваш бюджет как-то это сильно повлияло? Конечно, влияет. Влияет, сильно влияет. Цена-то поднимается регулярно, но в эту пятницу я ездил в Усть-Кулом, заправился на движение 59,99. На «Лукойл» заехал 49,15. Да, разница огромная получается, Конечно. да? Региональное управление антимонопольной службы тщательно следит за уровнем цен, но под пристальным вниманием лишь так называемые доминирующие компании, чья доля присутствия на рынке более 50%. К таким в Коми относятся «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт» и компания 2000. Остальные организации под антимонопольный контроль не подпадают. Те компании, чей оборот поменьше, равняются на крупных и цены держат на их уровне, иначе не выдержат конкуренции. Цены на нефтепродукты государством не регулируются. То есть ценообразование на данном рынке носит свободный рыночный характер. Значит, тем не менее, на территории Республики Коми доминирующее положение занимает практически на всей территории ООО «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт». Кроме того, в Усть-Вымском районе крупную долю занимает также ООО «Компания 2000». В связи с чем антимонопольное управление осуществляет регулярный мониторинг цен, устанавливаемых данными хозяйствующими субъектами. Они еженедельно нам предоставляют информацию, которая анализируется и по которой делается вывод о наличии или об отсутствии признаков монопольно высокой цены. Стоит пояснить, как идет контроль за ценообразованием. В управлении антимонопольной службы поступает информация об изменении стоимости того или иного продукта. Ведомство начинает анализ динамики цен за определенный период. В случае подтверждения повышения запрашиваются документы, на основании чего были подняты цены. Компания обязана документально подтвердить все свои расходы, а это затраты на оборудование, зарплаты, все, что могло повлиять на рост цен. Любое повышение цен должно быть обосновано. А что такое обоснованное повышение цен? Это документальное подтверждение. То есть хозяйствующий субъект должен нам показать. Вот, например, смотрим розничный рынок нефтепродуктов Республики Коми. Смотрим ООО «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт». Значит, мы делаем запрос, просим подтвердить документальное обоснование повышения цен. И они нам такое документальное обоснование представляют. Например, одной из частых причин является повышение оптовых цен на территории Российской Федерации. То есть оптовые цены повышаются, соответственно, розничная цена тоже может повышаться. В России марки бензина АИ-92 и АИ-95 обновили рекорды стоимости на бирже. Вместе с ними дорожает и дизель. Такого заметного роста не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис. Сейчас на стоимость серьезно влияет курсы валют. Доллар с январских 66 поднялся до 95 рублей, а потому нефтяным компаниям выгоднее продавать топливо за рубеж. На этом фоне ограничиваются поставки внутри страны, а биржевые цены растут. Эксперты связывают существенное подорожание с урезанными компенсациями. На рынке много лет практиковался топливный демпфер. На простом языке нефтяные компании получали налоговый вычет, что компенсировал убытки от непродажи топлива за рубеж. А с 1 сентября эта льгота сократилась вдвое, что может лишить компании миллиардных компенсаций. Многие аналитики называют рост цен своеобразным шантажом со стороны нефтяных компаний. Урезали компенсации, увеличим экспорт. Правительство России рассматривает несколько вариантов стабилизации ситуации, чтобы рост цен не вышел из-под контроля. Один из них – ограничение экспорта топлива и разработка новых мер поддержки.
Татьяна Супряткина, Артем Соколов, телеканал Юрган.